Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе на улице Советской. Улицу Советскую начали перестраивать в рамках реконструкции Советской площади и прилегающих к ней территорий. Такое решение Ради Хабиров принял в 2020 году. В 2021 работы на территории Советской площади еще продолжаются. Нужно запустить фонтан, привести в порядок фасады зданий, обновить подсветку. Сегодня у нас, Ради Фаридович, техническое открытие. Строители пока еще не уехали. И специально, Ради Фаридович, вас пригласили для того, чтобы посмотреть что-то, может быть, вы еще своим свежим взглядом подскажете, что можно доработать, что можно... Ну, вот эти фонари нормально же? Ради Фаридович, я сегодня ночью был здесь в 2 часа, очень хорошо светят. Мне знаете, что нравится? Что они наши. Это же наши делают? Да. Наши делают, да? Ну вот когда-то, наверное, научимся получше делать. Да, мы посмотрели, у нас здесь есть некоторые темные пятна, будем их убирать. Но это уже это вопрос к технике. А сами фонари работают очень хорошо. Очень хороший фон, белый гранит, он отражает, и улица получается такая живая, красивая. Вот здесь у нас, Ради Фаридович, такой студенческий сквер. Здесь прямо, вот видите, вот аудитории очень красивые. Ну, это скамейки, амфитеатр, да. Вот эта улица у нас будет односторонняя. Она как будет туда? Она будет от Октябрьской революции до улицы Пушкина. Сделали желтую разметку для того, чтобы нельзя было здесь останавливаться. То есть вот этот сквер, вот эта улица у нас будет без машин. Разговаривали с жителями, жители это поддерживают. Вот такая улица у нас первая. Вам нравится? Очень нравится. Это у нас будет как раз она сочетаться будет с Октябрьской революцией, которую мы сделаем, да. И она будет собственно, вот тот ход, который пойдет туда, да? Да. Здесь получилось расширить тротуар порядка, да, надо, например, за счет того, что убрали машины, парковки, поэтому тротуар стал шире, удобнее для пешеходов. Тут, видим, да, еще тут этот гранит будет шлифоваться. Однозначно будет шлифоваться. Почему? Потому что тут культура производства была такая, что где-то цементом, где-то раствором что-то поделали. Все это будет убираться. Вот. И вот здесь вот они могут сидеть, да? Вот здесь они сидеть будут, да? Да, здесь, я уверен, это будет любимое место для фотографирования. Деревья еще кронируют. Пусть фотографируют нас. Да. Интересное решение, да? Да. Ну вот молодежь здесь будет сидеть. Это сидеть. студенческий сквер. Да, Сергей Николаевич, сюда сидеть. И у нас вот там будут такие в тени деревьев, там у нас липа, береза, сосна, елка. Вот, очень тоже хороший сквер. Будет расставлены скамеечки уже стоят. Я думаю, для студентов это будет уютно, где будет позаниматься, где сфотографироваться. Они, в принципе, даже какие-то там концерты могут делать, да, то есть вот здесь и студенты собираться будут. Обязательно мы разговаривали уже с агитом, потому что важно, чтобы эта площадь жила. Ведем переговоры, вот, по примыканиям. Вот, у нас вот здесь есть, выходят входные группы, вот здесь ресторан, там пенсионный фонд. Все будет дорабатываться, поэтому мы тут разобрали, максимально примкнули, но и думаем о том, как нам красиво сделать, чтобы вот именно смотрелось прям в одном. Это безобразие, конечно. Да. Ради Фаридович, неделю времени взяли, потому что еще не пришли сливы. Сливы приходят, мы их ставим, будет очень красиво. Ради Фаридович, обратите внимание на деревья вот эти многоствольные. Это липы же, да? Да, липы, которые люди отстояли. Это те липы, которые по проекту должны были быть снесены. И сегодня мы видим, что каждый проект, да, его надо вручную дорабатывать, потому что примыкание, отливы, ливневая канализация и все прочее, все на руках надо выносить. А вот этот тоже пенсионный фонд, да? Тоже пенсионный фонд. Мы их попросим, они сделают. Они вообще, жалко, конечно, надо было вот нам синхронизировать, ну ладно. Здесь у нас, Ради Фаридович, по проекту будут посажены деревья. Мы пока поставили те деревья, которые вообще могут быть. Жители это как образец или… Это образцы, Ради Фаридович, конечно. Это образцы, вот они стоят в катках, а осенью они будут посажены. Они вот что хотят? Вот клен, который, вот видите, Ради Фаридович, 2 клена стоят. Сейчас посмотрим. То есть одного, вот эти, да? Да, вот этот клен. Ради Фаритович, жительница дома.
Огромное Побеспокоили мы вас, да? спасибо. Огромное Директор спасибо. управляющей компании. Здравствуйте, Шнейдер Борис Григорьевич. Во-первых, за такую красоту. Да. Благодарность. Действительно, на самом деле, огромную работу проделали. Спасибо. Сегодня решили вопрос по деревьям, дали возможность жильцам. Да. выбрать. Отлично. А вы выбрали Мы вот эти? выбрали этот. Думаете клен. так? Да. Он очень-очень красивый, разрастается и будет замечательно. Главное, птиц не будет. А, Птицы не так. будут, А, не вот будут так. гадить. Понятно. Здесь же видите, какое покрытие. Не асфальт, его не выносит. Поэтому Смотрите, мы выбрали... вам здесь жить. Да, нам здесь жить, поэтому и Следить за переживаем. порядком. Нет, красоту навели, теперь наша Все, задача какие мы сейчас поддерживать. всё. переговорили с Сергеем Николаевичем, все учтется, я так поняла, да, Да, Сергей да, да, Николаевич? да, конечно, конечно. Тут. И вы в прошлый раз нам Вместе, помогли. да. Вместе с вами будем облагораживать Я эту так улицу, понимаю, для конечно. народа, да? Добьем. Будем поддерживать Вот это всеми добьем, нашими потом площадь. возможностями. Ну, мы И постараемся. фасады, и в группы все нам Можете все на- сделают. можете Все на нас сделаем, рассчитывать. да. Да, спасибо вам большое, сделаем. спасибо. Я равнодушна. Спасибо за поддержку. Вам Сейчас все терпение меня там немножко ждут тоже и проявить спросят, надо. спросят меня. Все сделают, как мы хотели. Все сделаем. Я сказала, все Спасибо. сделают. Спасибо. Обратите внимание на сквер, который получился тоже. Тоже очень красивый. Но здесь еще раз доработаем, потому что здесь землю маленько поднимем. Ага. Можжевельник сделаем красивые входные группы, белый камушек постелим, чтобы было прям вот. А вот может вот какой-то, травы побольше добавить, нет? Добавим, да, доработаем. Очень массивная получилась такая. Может подрезать немножко. А это что у нас? Музыкальная школа Наримана Сабитова. Здесь был заборчиком, он обнесен. А вот открыли, получается, получили полноценный сквер. Получился. Для родителей, ожидающих детей, которые занимаются для детей. Вообще здорово. Сейчас нужно, конечно, фасад охота привести в порядок уже. Да, очень нужно. Руки Но чешутся фасад, дальше. ради бога, надо делать, только сохранив его, да? Обязательно. Конечно. Не размазав это все. Конечно, конечно. А вот этот убираться будет, да? Вот этот контейнер уберется. Вот этот вот контейнерная Ну, вот тоже. площадка, мы его облагородим. А, просто. Да, потому что это контейнеры для уборки мусора. Тут деревья все же сохранили, да? Здесь все сохранили, да. А, я так понимаю, вот так вот, типа Подсветка деревьев. такая, да? Надо теперь одинакового роста вот эти взять повыше. Да, они всяко будут одинакового роста, по-другому. А вы не хотели туда вот эту башкирскую сакуру поставить? Или На площадь мы ее мы её на на площадь. Самая яркая, нарядная самое? на площади будет. Тач Фрич, не узнать советскую улицу. Ну да, она была чисто такой проездной улицей, в ней не было своего, знаете, шарма, что ли, какого-то. Понятно, сейчас еще все не доделано, но вот улица прямо расцвела. Мы увеличили, посадим деревья. Вот. Это будет прогулочная зона. Вот тут полно студентов ходят, люди. Особенно, когда сейчас мы завершим работу в Советской площади, это будет единый комплекс. Архитектурный, культурный. Поэтому, вот, мне кажется, хорошо. А вот там крыльцо тех домов осталось. Все мы сделаем. У нас в Уфе есть такой участок? Нет. Уже? Нет, это вот Нет, первый. это прям такой первый участок. Для нас это очень знаковая улица. Надо ее сделать хорошо. Я думаю, что будем... Это наш тренировочный, скажем так, снаряд. Вот, на нем, на нем Тут и отработаем. ошибок много было изначально. Вот, соответственно, вариант подобной площади был, да, со сквозным проездом вокруг площади. Да, соответственно, площадь была меньше площади. Так. После уже выбора решения по памятнику было принято решение расширить площадь, проезд максимально сузить. Здесь будет технически только проезд, да, не постоянный. И площадь станет шире, там, почти на 1,5 раза она стала шире. Но здесь не асфальт же будет, да? Не асфальт, это все гранит, всё. входящий прямо в фасады. То есть поэтому В одном уровне. только если какая-то необходимость, да, заехать. Будет усиленный гранит, по нему может проехать скорая помощь. и Да. пожарная машина. И, соответственно, это место колоннады фиксируется. Сейчас на этот сезон мы эту часть заканчиваем, фонтан запускаем. Здесь будет установлен забор ограждения с тем, чтобы уже начать работы по... У меня какая... Ну, сейчас вот пойдем, вы забор тоже сделайте приличный,
чтобы, ну, красиво это все Да-да-да, было. с Аккуратный баннерами, забор с- с баннерами и так далее, там как будет. А здесь эта часть, чтобы уже заработала, получается, да? Вот забор, про то, что вот мы говорили. Почему именно в таком месте? Потому что зона работы вот кранов для монтажа колоннады и памятника, который будет располагаться, это вот для колоннады, это для памятника. Это И, вот забор, вы говорите. И, соответственно, да, вот этот вот забор, который вы сказали, красивый, можно Да, исполнить. потому что вы, ну, это почти, На год, не год, да. ну, реально на год Да, получается. Но зима так простоит точно. Ну, Зима, да. весна, да? А зимой работы здесь будут какие-то, нет? Зимой, я надеюсь, мы уже уйдем в цеха для того, чтобы делать памятник сам, да, все эти И барельефы. будет идти монтаж гранитных Наша задача в конструкций. этом году фундаменты все залить, все земляные работы завершить уже, с тем, чтобы как только как бы все будет готово, мы начали уже монтаж. Мгм. А так вот здесь асфальт будет, да? Нет, Ради Федорович, здесь будет, вот это все будет в граните. А вот там асфальт. А там асфальт. Потому что там не площадь, а площадь начинается отсюда. А вот. Ну Площадь да, тогда начинается, логично, да. да. Мы так очерчиваем площадь, получается, сразу. И у нас гранит, у нас вот этого бордюра нету, он вровень у нас получается. А, вон как. Да, и у нас вот это все площадь, Ради Федорович. Вот до сюда будет площадь идти. И, соответственно, здесь, Ради Фаритович, тоже не будет у нас это бордюра, здесь тоже будет площадь. Подходить прямо Ну, давайте, вот я хочу просто понять. Здесь примерно понятно. Здесь пока это покрытие оставляют, потому что краны приедут. А здесь расширили, да, я помню, во время Здесь, одного визита вы говорили. А мы вот как раз хотим понять. Мы вот эту дорогу практически мы убираем. И у нас площадь вот ровным, она вот это как, докуда пойдет? Вот одним уровнем прям До бордюра. Прям до бордюра. А, до бордюра. Вот это менять уже не будете, да? Желоб демонтируется, а сюда мы Вот эта подошли. часть остается, да, и Сюда сюда мы подошли. по уровню подходим площадью. В один уровень, без бордюра. А, ну то есть мы визуально площадь расширяем вот до этого места. да. До деревьев. И покрытие такое же будет или какое? Такой же, да, такой же. Оно одинаковое, что здесь, что там одинаковое То есть покрытие. здесь не будет этого гранита рубленого? Рубленого нет. Вот получается визуально мы площадь вот до сюда. Так вот, точно, да, да? на 6 метров, да. А окантовка у нас будет сделана из темного гранита. Ага. А окантовка, как вы говорили, Она вот здесь вот, да? Да, она И вот по всему периметру тогда, чтобы мы четко... такой же ширины, как вот здесь. Вот видите, ширина такая же будет. На 6 метров, получается, увеличить. На 6 метров площадь увеличилась, да. Подпорные стенки, соответственно, вот эти уйдут, да. И площадь вот сюда полностью. И до тут вот площадь, получается, Там до увеличивается. фасадов, да. Ага. Она Соответственно, практически там до фасада остается- доходит. Так, а потом пойдем посмотрим тогда там, чтобы понять, докуда. Вот это у нас все будет. Вот здесь вот как бы площадь. Это всё уже один- готовое, да? Один уровень. Это будет у нас один уровень. С площадью. Это уже готово, меняться не так будет. нет. Нет, площадью я не понял. Она Готово, будет... меняться не будет в один уровень с площадью. А как это бы возможно? Поднимать будете плавно или что? По отметкам, да. По отметкам, Ради Федорович, сюда мы выходим, нормально будет. Ну, она немножко так. Там колоннада же сядет, чуть-чуть уровень выравнивать будем. А, вы же это подразбирать Это же будете? разбирается. А, понятно. А для обеспечения пожарного, как говорится, заезда, здесь будет та же плитка, только она будет усиленного типа, чтобы для проезда Но цвет автомобиля она такой не же. разрушалась. Цвет Цвет такой такой же, же, да? да, А, цвет Просто такой на толще, наверное, будет. Да, да, совершенно. Визуально этого видно не будет, Ради Федорович. Плитка тоже наша, Уралташ. Они приезжают, консультируют нас. Они же возьмут вот изготовление колоннады всей. С Уралташем договорились, да? Сделают они? Пока с ним, да, переговоры ведем. Ради Федорович, теперь здесь все ступеньки будут убираться. Ну, вот Ровно- эти вот. да, вот эти вот. ступеньки уберем, потому что не совсем правильное решение. Так. Уберем, поменяем, да. И, конечно же, вот эта вот входная группа должна быть тоже изменена. Мы прорабатываем сейчас подсветку фасадов. Проработан же проект подсветки фасадов. От фонарей от этих можно уходить уже, потому что и фасады будут подсвечиваться, и на площади достаточно количество освещения может быть. Какая-то такая советская эстетика, вот эти вот плафоны. Они бьются очень быстро. Здесь такой же у нас получается рваный камень, такой же сквер будет. Рваный камень туда перенесли, потому что хвойные деревья, там газон все равно не растет, тенистое место, грязь несется. Поэтому по такому же принципу, как у сквера вот Акмулы, да. И вот это вход на этот резервный участок у нас, и на Октябрьскую революцию будет сквозной проход. Ну, можно же это сделать? Обязательно будет дублировать, он будет параллельный с Советской улицей. Также мы говорили про ремонт Вот часов. это все. Это демонтируется. Все убирается. Кстати, вот буквально еще позавчера вся улица Советская была в таких вот столбах и в проводах. Серьезно? Вся была.
И вот А буквально я что-то не обратил, да, там позавчера все убрали раньше. чистое небо там. И чистое небо, и там сейчас совсем по-другому все смотрится. Здесь тоже, Ради Фаридович, примыкание будет прямо под бордюр. То есть здесь тоже одна линия. Да, одна И, по плоскость. сути, площадь мы протягиваем, ну, До деревьев. как деревья. По идее, еще дальше даже. Потому что если люди здесь собираться мы будем как-то, вот, ну, тут сколько тысяч? 15-20, да? 15, да, мы с вами считали. Соответственно, все вот эти вот ограждения, которые мы ставили, пилоны, да все их убираем отсюда. А остаются только вдоль Пушкина. Ради Фаридович, я бы вот смотрите, вот это здание, вот его обязательно подсвечивать очень красиво. Он то, конечно. Да, вот это здание отремонтировать, его тоже подсвечивать очень красиво. Я не знаю, вот Минсельхоз тоже уже, в общем-то, можно подсветить, сделать такую подсветку, которая, в общем-то, позволяет, там, я не знаю, проекцию какую-то делать. Я еще имею в виду, будем что-то делать, вот, все от денег, Ради Фаридович. я понимаю, если предположим, Необходимо, Ради Фаридович. вот только сохранив вот это, чисто почистить, подбелить вот эти вот, подкрасить вот. Ради Фаридович, однозначно необходимо, да, где-то, может быть, там желтых цветов добавить, да, в смысле, там, золото где-то добавить, чтобы облагородить, да, потому что вот эти звезды, да, их подчеркнуть, какие-то еще вещи подчеркнуть. Это же замечательная совсем архитектура. Да, я говорю, вот там наверху что-нибудь написать, там какое-то панно сделать. Да, И вот здесь вот панно можно сделать. И вон там панно можно сделать. Да, хорошая идея, да. Да. Обязательно надо подумать об этом. Мозаику У вас сделать. всегда идея, да. А так получается, вот забор где будет стоять? Вот так. Забор вот, да, по вот эти вот опоры, грубо говоря, освещение. А, вот так вот вы ставите забор. Да, и его уводим к зданию. Где-то здесь тоже закрываете, наверное. Да, вдоль дороги. Аккуратно делаем забор, баннеры повесили. А здесь включаем этот фонтан. Пусть там все это бегает. А зимой прыгает. новогодний елка. Да, вот здесь мы сразу же увидим в одном уровне, как у нас площадь сливается. С той стороны пока, Ради Фаридович, рано делать, поскольку нам проезд для завоза колоннады и памятника надо в любом случае дорогу оставлять. Мы можем сейчас это сделать, просто будет бросовая работа, жалко дорогостоящий гранит. Не надо. А здесь уже Я спокойно смотрю, там в просто один людям уровень. надо объяснять постоянно. Здесь в один уровень уже выведем, и можно будет представить, походить. Вот. А фонтан ночью у нас же подсвечивается, да? он? Световой, да. А музыка есть? И музыка. И музыка есть, да? То есть мы можем запустить. Ну, сейчас обсудим тогда, определим дату, какую мы запускаем. Давайте вот сейчас определим. То есть вам нужно завершить вот эти подводы сюда, туда подводы. Но там немножко причесать, ну, просто эти горы вот этого не Стройплощадку лежали. берем оттуда. А вот эта крайняя часть, что будет, вот где стоят эти столбы, это в этом году вы сделаете? В этом году это Они как выводим будут? Вот давайте объясните, вот как они будут. примыкание с плиткой. Там также выйдет гранит. Сейчас покажите, вот тогда как она будет. Там у нас был рваный камень. Мы сейчас вместо рваного камня ложим габро гранит. А, что? Темная вот эта окантовка, Ну, которая как вот эти вот. И он, Ради Фаридович, вот эти пилоны отсюда убираются, Да, потому что здесь не нужно. А эти? а эти вдоль Пушкина остаются. И у нас вот это габро, Ради Фаридович, доходит прямо до дороги. Вот это А вот они вот здесь до сюда? до сюда идут. То есть это будет перекрыто, да? это? Да. Вот сюда А доходит. для и здесь пожарного поворачивает. выезда, въезда? Вот эти болларды мы вот хотели перекрыть вообще полностью, да. Там у них требование такое, что пожарная машина, ну, должна либо ударом сместить, ну, под что подходит, либо, значит, вот этот вот проезд, который мы по периметру оставляем, он как раз-таки вот пожарным будет Нет, являться. а им уже разворачиваться или как вот это? Ну, если разворачиваться, он в любом случае, если уже вот экстренной ситуации случился пожар, он в любом случае уже будет разворачиваться, А заезжать на площадь. сделать штук 5 сюда, которые утапливаются с механизмом? Или винчиваются? Или винчиваются? Винчиваются. Тут, Это проще? да, автоматически. Тут Пожар немножко случился, пришел, там, свинтил. Да, тут немножко сложнее, потому что здесь инженерные коммуникации как бы по глубине не позволяют. Вот. А вот винчивающийся, про то, Ну, что я вы говорю, сказали, да. это можно реализовать. Мы здесь хотели, Ради Фаридович, как раз-таки вот выделить, вот этот рваный камень сняли, вот с который мы смотрели на углах, да, вот укладывают. Здесь вот эту вот как раз черную окантовку, то есть выделить вот такой прямоугольник, который выделяет саму Темную, Советскую да, площадь площадь. Да. выделяет, А вот этот скос, он уже как бы, да, получается, вот от этой окантовки он доходит на нет, вот, ну, на деревья, на лип. на улице Пушкина. То есть хотели таким образом вот черной именно окантовкой выделить саму площадь. А с фонтаном-то разобрались?
Что так долго его не запускают? Передавали его зеленхозу от строителей. Но на этой неделе, Рафик, мы его запустим. Мы хотели его к сегодняшнему дню запустить. Но вот строительную площадку не успели убрать. Вот ее убираем, и на следующей неделе, Рафик, мы ее запустим. Ну, сейчас тогда придем, тогда по датам и продлимся. Да. Здесь сделаем пока время, плиткой положим, переход сделаем хороший, Сейчас, чтобы... вот здесь вот. Как она? Идет плитка. Плитка доходит, Рафик, вот серая плитка, габро, доходит окантовочка, Так. а потом идет... Серенькая уже, и бордюр, А да. потом такая серая плитка, и здесь бордюр. А, бордюр. Ну, бордюр обязательно. 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 А эту дорогу когда мы подрежем? Ее надо провести в порядок. Будем планировать. На следующий год, наверное, да? Давайте в планы на следующий год поставим. Да, Ради Фаридович, мы хотели на следующий год, мы уже с Минтрансом обговаривали, они нам обещали финансирование. Вот, да. С Урюпы полностью Пушкина протащить туда. Ну, мы дополнительные замеры по колейности проведем с ГИБДД, посмотрим, то есть насколько она выдержана, может быть, на 2 сезона растащим. А вообще с Булышевым уже как бы разговаривали, они нам пообещали Минтранс поспособствовать на следующий год. Мы здесь можем бордюром выровнять вот так. К бордюру прийти, просто полоска вот этого серого будет чуть больше здесь. А бордюр, Ну, а окантовка будет вот единая площадь, как правильная форма. ну а если люди будут собираться, ну бордюр, мы будем закрывать его как-то, если что там большое. Ну да, бордюр. Он тут. Здесь в любом случае бордюр сейчас нужен, потому что это магистральная улица. Магистральная улица. Здесь мы думаем еще и катки с цветами установить, с тем, чтобы вот, максимально оградиться от дороги, как-то комфортнее сделать пребывание на площади. Движение насыщенное. Катки либо с цветами, либо вот как в Москве деревянные, эти в катке, и там деревья. Да. Вот такие вот тоже, те же можно эти поставить, ну такие кронированные клены, и вот здесь поставить. Ради Фаридович, простите, а в чем суть вот этих ограждений? Ну это безопасность, во-первых, визуальное ограничение и безопасность. Но мы еще одну линию безопасности сделаем в виде бордюра, потому что, я говорю, зимой, когда мы ставили, зимой вот одну такую какой-то деятель уже снес у нас. А тут, представьте, если фонтан, дети играют и все прочее, это очень важно, поскольку интенсивная довольно здесь езда. А как здесь будут вообще в дальнейшем эксплуатации эти столбы? Здесь будет пешеходная зона или водители будут на машинах ездить? На площади или на дороге? Ну вот здесь вот. Ну, улица Пушкина – это магистраль городского значения. Машину отсюда не исключишь. А площадь больше для пешеходов. Рафич, а то, что вы планировали на выходные столбиками ограничивать и делать пешеходные зоны, помните, был изначально Это проект? мы хотели ограничивать Пушкина и хотели Цюрюпа. Но это мы можем просто ставить знаки, мы говорили. Да. Ну, я думаю, что это мы пробовали уже ограничивать улицу Мустая Карима. Мы закрывали перекресток между Чернышевской и Коммунистической. На самом деле это очень хорошо работает. И по Вот я воскресеньям... о чем и говорю. Вот если здесь появятся кафешки, там еще что-то, то тогда можно там ограничивать. И вот здесь 2 ограничения, и все. На выходные. На выходные, да. Это просто ставится Но ограничение. это если площадь заживет, как говорится. Если здесь будут какие-то большие мероприятия, оно будет закрываться. Хорошо, вроде понятно, да? Мы по срокам тогда как? Сейчас определимся или когда? Вот давайте вот когда вы закончите вот это все, сделаете забор, чтобы мы пришли и запустили фонтан. Сколько вам времени-то нужно? Ради Фаридович, что касается Габро, мы запустим, я думаю, что не раньше, чем через месяц, поэтому фонтан мы запустим и поставим забор в течение недели. Вот, Так давайте надо фонтан запускать, когда вот это сделано, правильно? Здесь этот черный камень же поставки ждет, он долго поставляется. Вот эта вот окантовка единая. Да, там, Ради Фаридович, очень медленно его собирают. Да, его заказали, его напиливают очень долго в Уралташе. Да, Это что будет здесь? А вот темный гранит вот в качестве окантовки, то, что будет выделять у нас именно площадь Но он визуально. такой же будет, да? Он будет вот такого же темного цвета, да. Ну, я думаю, что фонтан можно запустить. Здесь тоже ограждения поставить, вот эти временные, металлические, как бы, да, чтобы на землю не Потерпим. Ну, в течение месяца уже это будет доставлено и выполнено. А можете к 1 сентября работы все закончить? 1 сентября, технически сможем, Ради Фаридович. Мы сейчас с заводом дополнительно отработаем, чтобы они как-то нам
побыстрее, скажем так, нам вот напилили весь этот гранит. Только в этом сложность. По трудозатратам мы успеем, вот только вот может по поставке материала, чтобы Не, у ну них давайте, кабель- вот, Петр Николаевич, вы с ними тоже решать. Да. Давайте договоримся, 1 сентября здесь Торжественное открытие. торжественное открытие сделаем. Вон детишки придут, там что-нибудь там, Линейку. линейку здесь проведут первую. Хорошо. Договорились? Да, будем на срок идти на этот. Все, и не сдвигаемся никуда. 1 сентября, а здесь полностью закончено, выставлены бордюры, понимаете, да? Выставлены бордюры, доведены до туда. Соответственно, здесь вы почистите, как, ну вот это вот все ерунды не должно быть, так, никакого стройматериала, немножко там, ну, может быть, там 5 сантиметров асфальта бросите сверху, ничего страшного там. Вот это все закрывается, включается фонтан и открываемся. Все, Договорились? Александрович, есть добро, хорошо. Всем. Мы же ко мне? Все, тогда. Ратич, а что с памятником имени Галиши Муратову? Работаем мы. Мы сейчас, мы же выбрали уже памятник вот Салаватом Щербаковым, так? И, Скульптор. да, скульптор. Значит, работы немножко остановились из-за того, что мы решили памятник украсить некой колоннадой. Сейчас ведутся проектные работы по этой колоннаде, потому что это существенно и удорожает, но и существенно обогащает этот памятник. Он будет вот там, вот по центру. Да. Памятник по центру, он как и стоял, мы прям размерность его определили, мы знаем, какой он высоты будет и так далее. Вокруг будет колоннада. Поэтому сейчас идут проектные работы, это требует проекта. Ну вот по срокам я затрудняюсь сказать. Конечно, мое желание было, чтобы к 9 мая следующему году будем стараться. Но не получится к 9 мая, я вот не буду уже гнать, потому что здесь, вот я гнал, и вон много недостатков было. Переделывают теперь. Да. Спасибо.